Мы с тобой, брат, из пехоты. В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участвовали мои предки со стороны отца и матери. Их набралось 18 человек. Я знаю, это почти взвод. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили. Они защищали нашу родину от полного уничтожения. Война была жестокой и беспощадной. Они выстояли и победили. Но больше половины из них, 10 человек, погибли на фронтах. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Это мой прадед по отцу Галошев Филипп Филиппович. Он был сержантом, командовал отделением. Папа говорит, что он теперь старше своего деда, потому что он погиб на войне в 38 лет. Здесь изображена семья Филиппа Филипповича. Мальчик в середине – это мой дед Петр Филиппович. Это дядя Митя, Митрофан Филиппович, сын прадеда и старший брат моего деда. Он сражался на Центральном фронте. Дальше идут двоюродные братья моего прадеда. Прохор Тимофеевич воевал минометчиком на Северно-Западном фронте. 3 раза был ранен. Михаил Тимофеевич на войне сражался пулеметчиком. Семен Петрович был солдатом. Павел Никитич был сержантом. Всю войну прошел. Погиб в конце войны. К сожалению, не смогли найти его фотографию. Елисеев Петр Егорович – это отец моей бабушки по отцу. На фронте был санинструктором. 2 раза был тяжело ранен. Его родители 2 раза получали известие о его смерти. Свой орден славы получил через 40 лет после завершения войны. На этой фотографии он уже в пожилом возрасте. Петр Егорович ушел на фронт вместе с 3 братьями. Все его 3 брата остались на полях сражений. Вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Тимофей Егорович был старшим лейтенантом. В последнем бою командовал батальоном. Что я скажу твоим Василий Егорович был сержантом, командовал отделением. Как встану я перед вдовой. Николай Егорович был самым старшим из братьев Елисеева. Неужто клясться днем вчерашним? Антонов Ион Антонович является моим прапрадедом по отцовской линии. Когда он уходил на фронт, его жена, бабушка Агафья, из имеющейся дома половины муки, испекла ему лепешек. Мы все войны шальные дети. Можаевы – это предки со стороны моей мамы. Мой прадед, Можаев Аркадий Николаевич, воевал под Сталинградом, где шли самые кровопролитные бои. Его сестра, Клавдия Николаевна, ушла добровольцем на фронт, была медсестрой, спасала жизни десяткам солдат и командиров. Военную службу завершила на Дальнем Востоке. На этой семейной фотографии есть и Аркадий Николаевич, и Клавдия Николаевна. Алексеев Александр Алексеевич является дедом моей бабушки по матери, мой прапрадедушка. Он был фельдшером. Сохранились несколько его писем. Пишет на чувашском языке. Сообщает, что скоро выдвинутся на передовую. Дает наставления детям. День Победы, как он был. Иван Васильевич на войне был танкистом. Освобождал всю Европу. Удостоился многих правительственных наград. Николай Денисович был помощником командира взвода. Отличался организаторскими способностями. Владимир Николаевич – сын Николая Денисовича.
тоже ушел добровольцем на фронт. Был связистом, хорошо знал и отлично выполнял свою службу. Дошел до Берлина. На Рейхстаге оставил свою подпись. В отставку с военной службы ушел полковник. День Победы, День Победы. Это оружие моих предков, с которым они воевали против фашистов и победили. Я горжусь моими предками. Склоняю голову перед всеми теми, благодаря кому мы ходим по этой мирной благодатной земле. Можем жить и радоваться самой жизни. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.